На одной из вершин Гагарского хребта, священную и прославленную гору Мамзычха, вместе с Зариной Кануковой и ее супругом Муратом Камергоевым из Кабардино-Балкарии поднималась команда детей и учителей Гагарской школы. Это особая команда, дети из класса, который носит имя брата Зарины, Нургали Канукова. А вершина – это место его гибели, точнее, место его подвига. 28-летний Нургали Кануков приехал в Абхазию в начале войны и сразу оказался на передовой и остался в истории защитником нашей земли. Узнал об этом человеке где-то года 4 назад из фильма «Псами Панапа. Честь жизни». Насколько я знаю, Нургали Кануков был в числе самой первой группы добровольцев, которые на Экарусе через грузинские кордоны приехали в Абхазию на помощь нашим братьям. И я говорил с одним человеком, который был в этой группе, который знал Нургали Канукова, и по его словам, Нургали был человек бесстрашный. Этот человек просто вот не мог сидеть на месте, и на всю группу у них был один автомат. И этот автомат был вот Нургали Канукова. И он, этот человек, с которым я говорил, он вспоминал, что он прям рвался в бой, говорил, что сюда приехал, чтобы воевать за братьев. И вот, к сожалению, вот в этом месте его жизнь и жизнь Ибрагима Науржанова, его друга, оборвалась. Я считаю, что их души радуются, потому что то дело, за которое они воевали, то есть свобода Абхазии, она достигнута. Мне кажется, вот так. Эх, я баъазмахин ткарду, зажвяхныцак нахзахчоз, хахчараква, ажва пхала, хгузар вандус, хазажжоз, ара баъаз, бджара баъаз, джабханыла гяхтацвын, вajвахапшар, шаашарта, алабаза цвейпшхазацвын. Я уверена, наша победа зашифровала имена людей, которым предназначено было соединиться, чтобы завоевать ее. И они пришли на помощь абхазам, северные родственные народы, диаспора Турции, Сирии, Аджарии, простые люди из России и даже из европейских государств. Нургали был в числе тех, кто не стал медлить. Гены ему подсказали, что необходимо его участие, его действие в этой борьбе. И это привело его сюда, где сегодня обитает его душа, и Абхерца играет в его честь. Каждый год мы поднимаемся сюда с друзьями. У нас много друзей в Абхазии, которые к нам приезжают. Но это особенный подъем, это особенный день, потому что сегодня мы сюда приехали и поднялись на эту гору благодаря или вместе с абхазской молодежью. Адыги говорят, что человек живет, пока упоминается его имя. Эти парни, они не ушли, потому что о них помнят, вы о них помните, мы о них помним. И они знали, на что они идут. Вот я с Нургали с Ибрагимом учился. Это был чисто, это был великолепный человек. Таким же был и Нургали, такими же были и наши парни, которые пришли защищать братьев. Они остались в будущих поколениях. Да живет страна Абсны, Для меня это как сказка, это как миф, который превратился в жизнь. Мы, адыги, абхазы, это такой народ, мы когда-то лишились своего государства, своей страны.
И то, что у абхазов есть своя страна, это как воплотившаяся сказка. И хоть я здесь и не живу, но то, что эта земля есть, эта страна есть, это дает мне очень много сил, что я могу увидеть, приехать к друзьям. Друзья, они стали давно уже больше, чем друзья. Очень важно, что эта земля питает нас. Она питает даже на расстоянии. Здесь особенное место, особый воздух, особые люди. Несмотря ни на что, ни на время, ни на расстояние, ни на разговоры, которые бывают лишними, меня очень радует молодежь. Молодежь Абхазии организовала встречу Зарине Кануковой в Музее боевой славы. Она давно стала среди нас своей, но в этот день все было по-другому. Звучали ее стихи, ее слово. Просторный зал заполнили друзья и ее муза. Это был вечер поэзии, и кабардинская княгиня читала свои стихи на родном кабардинском и русском языках. Ека абрех культура теймыр дуятысо и вхазхава абейс разорвом тысни волей акабардет пыз до ова а поэт а драматург Зарина Канукова лопшмил виз силусна абрах лумятазра. Погер хава и гладыш. Сегодня мы имеем редкую возможность вживую пообщаться с замечательным поэтом, драматургом, публицистом Зариной Саадуловной Кануковой. Знакомясь с ее лирикой, вникая в тайники ее души, я ощущал, как от стиха к стиху, от книги к книге, поэтесса, порой нарушая вековую железную устойчивость традиций, уверенно входила в русло художественного самопостижения. Ее настроение, ее переживание, треволнение, противоречивость чувств совершенно непроизвольно становится частью твоего душевного состояния. Того, что ты хотел выразить когда-то, но не смог. Видимо, в этом неожиданном узнавании своего, сугубо личного, в мироощущении другого и сокрыта сила магического воздействия настоящей, выстраданной поэзии. Дай душе не остыть, без любви и без неги. Дай мне корни пустить, дай расправить побеги, дай потокам всех чувств через стебли излиться. Поздней осенью пусть опадут мои листья, а пока белый дым пусть овеет, как долы, мои ветви. К моим пусть цветам спешат пчелы, чтоб вот так и цвести, из земли вырастая, жизнь могла провести, и не надо мне рая. Говорю не тая, сердце этим спасется, ведь такие, как я, жить не могут без солнца. Точно знала всегда, сердцем ведаю тоже, не несу я вреда тем, что вырастут позже. Дай душой не остыть. И, введя в эту сказку, дай мне корни пустить и познать почву и ласку. Знай, среди этих ветвей свить гнездо хочет птица, чтобы в кроне моей
новой жизни родиться. Мне кажется, определение Зарины как художника и творческого человека можно определить так, как определил наш известный писатель, современник Фазиль Искандер. Если художник, создавая свое произведение, подсознательно не стремится в своем произведении к той гармонии, которую он пытается достичь и в самом мире, то это уже не художник. Мне кажется, Зарина художник. Как хочу, все, что видится мне, назову. Как хочу, так слова и расставлю. И во сне они служат мне, и наяву, все вбирая, восторг ли, растраву, я порой их зажму, как слепец в кулаке, а порой, словно зернышки птицам, все рассыплю, и дальше бегу налегке по пронизанным солнцем страницам. Мне так нравится. Пусть после многих потерь ныне все возмещаю потери. Чем ответить, я знаю отлично теперь. Теням тем, что тягаться б хотели. Нет тех дней, когда я, злые слезы тая, могла стыть, оробев перед далью, между чувством и словом лишь ветер, а я, как коня, его лихо седлаю. Мы сделали все, чтобы подарить новую жизнь культуре Абхазии, культуре нашей дружбы и особому взаимопониманию народов, которые разделены Кавказским хребтом, но остаются едиными в своем желании жить счастливой, красивой, достойной жизнью. Зарина, как старший, ведет наше поколение, и уже очень прочные связи у нас образовались. Я хочу сказать спасибо и признаться в большой любви ребятам, которые организовали этот вечер. Самое трудное – это найти время для каждого, с кем хочется поговорить. А стихи дали возможность поговорить со всеми. Самый лучший день – это тот, который начинается с написания стиха и заканчивается стихотворением. Но это бывает не каждый раз. Мне посчастливилось вырасти в большом селе. Мое родное село, где разговаривают только на родном языке, это Дегулибой, это мои учителя, мои сельские учителя. Это книги, разумеется, все книги, которые выходили на кабардинском языке, они появлялись у нас дома. И то, что приходили ко мне мысли, чувства и выливались в строки, это все было на родном архаичном языке. Шокозур гуаур, шобагур гугар, и агуи анаш, и хальш цифугар, абхаз жуналям, шхафит каралям, зижоблянафур, хопсагой кахум. Хатина фуа ушасхуману, шаашигуга уа ушанус. В творчество может превращаться все, любое действие, но если ты уже в этом процессе, то есть в профессии, да, мы, конечно, 100 раз можем себя обманывать. Я когда-нибудь напишу свои самые хорошие строки, или когда-нибудь я соберу все это воедино. Нет, это уже самообман. Здесь и сейчас.
эти стихи приходят сейчас, их нужно записать сейчас. Эта строчка начата, эту строчку надо дописать сегодня. Это тот процесс, который должен происходить каждый день. И в этом плане у меня тоже были и есть учителя. Это, конечно, наши поэты, это Борис Утижев, это наш писатель, народный писатель Заур Налоев, и это поэт-переводчик Георгий Яропольский. Кстати, вот это переводчик, который перевел целый сборник моих стихов, и именно он меня научил относиться к поэзии как к профессии, потому что иначе ты не поэт. Если ты не работаешь каждый день, ты уже выпадаешь из этого пространства. Очень важно эту дисциплину держать в себе. Удивительная вещь — это, конечно, это одиночество. Одиночество может сделать тебя несчастным, одиночество делает тебя счастливым, потому что как показатель того, что человек нашел себя или нащупал себя, или он в поисках себя, это спокойное, приятное времяпрепровождение с самим собой. Для меня это счастье. Но как будто во мне живут два человека. Я не могу без своих друзей, без своей семьи, без близких людей. Возможность оставаться одной, быть понятой всеми близкими, всеми друзьями, возможность находиться со всеми, кого ты любишь, вот это все для меня и есть счастье. Конечно, в счастливом нахождении, в этой счастливой атмосфере всегда есть место стихам, место слову, потому что мы выражаем свои чувства, мы же люди, мы выражаем словами. Как лето, что в густой траве таится, как ветви, что под ногой вдруг вскрикнет хрустко, как скрытая в листве певунья птица, так в жилках, в нервах путается чувство. Ночами пробуждается цветение, да так, что белой завистью исполнен. Гадает мир в немом оцепенении, откуда в полночь взялся этот полдень. Теперь я знаю, что всего труднее хранить его же опасаясь, того пугаясь, что всего роднее. О, это плод, дарующая зависть! Чей дар ты или чье ты наказание? Нельзя, об этом помню, возгордиться пред тем, с кем небеса тебя связали, пред тем, о ком тебе пропела птица, тот цвет, что вспыхнул в радостную полночь, при свете дня узнать тебя позволит цветение чувств. Чем ты меня наполнишь, лишь не сгорела б, словно астероид. Зарина Канукова не только автор 5 стиходворных сборников «Адыга Хабли», «Игры в прятки», «Бусы с неба», «Таия на кабардинском», «Тонкие связи» на русском. Она главный редактор газеты «Корянка», периодического издания для женщин. Корянка, проводник национальной культуры, давно получила признание в любви широкого круга читателей, и в каждом номере она представляет нам наших современниц, корянок 21 века. Я только начала работать в качестве журналиста. Моя самая первая поездка, самое первое задание — это написать репортаж, поехать в Абхазию и описать, как там проходит фестиваль. Абхазо-Адыгский фестиваль — это тот самый в 1992 году, который... И вот с Кабардино-Балкарии нас было очень много людей.
самая большая делегация. Это тот фестиваль, после которого началась война. О войне мы уже тогда знали, чувствовали ее, потому что мы встречались с вооруженными, с охранниками, нас охраняли в гостинице. Что-то витало в воздухе, но мы не об этом думали, не это чувствовали. Вот это единение душ людей. Та дружба, которая началась в 92 году, вот это наши друзья, они и сейчас с нами, мы вместе. 92 год, он отодвинулся настолько далеко от нас, но он настолько, этот год, близок каждой семье, из которой уходили ребята. Ребята уходили в Абхазию воевать, защищать. 92-й, он как какая-то отправная точка. И Зарина Канукова давно уже не разделяет Абхазию и свою родную Кабарду. Наверное, как истинный мастер слова, она остро чувствует наши общие корни и видит желание молодежи быть вместе. Что для меня Абхазия? Конечно, как человек творческий, я немножечко мифологизирую Абхазию. Мне это нравится, тем более, что это страна эпоса, мифов. Эта земля сама навевает новые мифы. Просто надо прислушиваться. Я прекрасно понимаю, что Апсуара, она видоизменилась точно так же, как и Адыгабза, но она же была. И если сейчас мы на полотнах вот абхазских художников видим это Апсуара, это же разговаривает с нами. И я думаю, что дети этих художников, они это слышат. А дети, они превращаются через несколько лет во взрослых людей. И все это нащупать не только вот на фактических абхазских тропах, нащупать через людей, через те же стихи, которые пишут сейчас ребята в Абхазии, через те же фильмы, которые снимаются. Вот что для меня Абхазия. Это постоянный разговор. И если в 20 веке произошло такое явление, как возникает государство свободное, да, у одного из наших племен, из народов, то это тоже сравни чему-то мифологическому и мистическому. Должна быть какая-то категория людей, которые смотрят на это все как на политику. Есть другие, кто видит в этом значимость космическую. И я буду счастлива, если я буду находиться во второй категории, и это всегда будет со мной. Всегда будет Абхазия. Та Абхазия, куда мы всегда стремимся душой. И она совершенно рядом, и она даже в каждом из нас. Девушка сельская, я люблю свое село, я люблю все наши села. И причем они могут располагаться совершенно близко друг от друга, но они совершенно разные. Разные люди, разная речь. Мне как филологу это всегда интересно слушать людей. И когда я появляюсь, часто бываю в селах, в районах, у меня это происходит автоматически, я перехожу на родной язык. Мне иногда напоминают, что надо бы, чтобы всем было понятно. Но я думаю, понятно и так, потому что мы все здесь
срослись и выросли вместе. Кому-то что-то приходит через материальные вещи, да, это неплохо. То, что ко мне идет, это идет через тайну языка. И мой день состоялся, если я в этот день услышала старика или услышала детскую речь ребенка, который произносит свои первые предложения, и иногда через его уста мы можем познать, постичь какие-то глубины языка. Вот это настоящее чудо.